В эфире молодежный формат. Главными качествами, которыми должен обладать любой человек, а особенно молодой, стремящийся к успеху, это целеустремленность и воля. Целеустремленная и активная молодежь – это опора для будущего. В традицию нашей программы вошло то, что мы рассказываем о жизни студентов, проживающих за пределами нашей республики. Наша молодежь наряду со столичными самая активная и готовая к любым действиям. И все они готовы применить свой потенциал на благо родной республики, а начинается это их стремление с активного сотрудничества с полпредством. Именно молодежь является наиболее перспективным объектом государственных инвестиций. Молодежь – это активная категория общества, которая развивается и реализует свои цели и задачи. Она придает динамику развития всех сфер республики. У нас немало молодых людей, которые обучаются за пределами Ингушетии. Получая высшее образование, наша молодежь еще занимается общественной деятельностью. Именно о такой перспективной молодежи мы поговорим в нашем сегодняшнем сюжете. Не только учеба должна занимать все время студента, но ее нужно совмещать с полезной общественной деятельностью. Ведь именно благодаря такому ритму жизни молодой человек может найти себя в обществе и извлечь выгоду и пользу, необходимую ему в будущем. Вот такой позиции придерживаются наши земляки, которые обучаются в московских вузах. Союз студенческого землячества существует уже 2 года. Туда входит самая активная молодежь московских вузов. Они принимают активное участие в научно-массовых мероприятиях, культурно-массовых мероприятиях. Их основная задача – сохранить обычаи, традиции, культивирование родного языка в мегаполисе. Девушки и ребята, которые учатся за пределами Ингушетии, осознают, как важно не потеряться в многонациональном российском обществе. Именно для объединения и сплочения молодежи возник Союз студенческого землячества. Идея создания Союза ингушских студенческих землячеств возникла достаточно-таки давно, но основным инициатором был Постпресс Республики Ингушетия. На данный момент сегодня у нас в Союзе входит около 900 студентов Москвы. В каждом вузе мы собирали студентов, проводили собрания, все общие голосования избрали представителей вуза, и эта процедура закреплялась официальным протоколом голосования. И таким образом мы провели работу около 25 вузов и объединили все эти 25 вузов в один союз ингушских студенческих землячеств. И наша организация – это связывающее звено госорганами Республики Ингушетия и молодежи. Действительно, мы можем оказать помощь нашим студентам с помощью постоянного представительства Республики Ингушетия и глава Республики Ингушетия. За круглым столом ребята обсуждают вопросы, касаемые посещаемости и успеваемости студентов, то есть пытаются решать жизненные проблемы молодежи и оказывают им помощь и поддержку, в которой они нуждаются. Учеба, а вот как этого дальнейшая жизнь, скажем так, общественная жизнь, общественная активистская. Она мне связана также с выбором моей будущей профессии. Вот, допустим, летом мы совместно с Постпредством ездили по детским больницам, в частности, большая часть РДКБ, Российская детская клиническая больница, и навещали детей, которые поступили по квотам из нашей республики Ингушетия сюда, в Москву, и направлены были на лечение. Узнавали об их проблемах, старались, если что, как могли помочь, чтобы чувствовали, что они не одни, что у них есть какая-то поддержка здесь, в Москве, потому что в республике там все дома остались, а здесь все люди приезжают. Один на один со своей бедой, да? Да, они остаются здесь одни и некому помочь, чтобы они знали, что здесь есть люди тоже. Ребята, которые состоят в Союзе студенческого землячества, обучаются в различных учебных заведениях Москвы. Все они являются отличниками и активистами, занимаются научно-исследовательскими работами. Некоторые из них являются молодыми преподавателями. Получив первое высшее образование, продолжают учебу. Они определились с целью и знают дорогу в жизни. Некоторые из них готовят себя к государственной службе. Но нужно отметить, что именно благодаря Постпрессу в Москве наши студенты чувствуют свою необходимость и причастность в решении различных вопросов, связанных с учебой и жизнью наших земляков. Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым, мы все знаем, четко и ясно поставлена большая и очень сложная стратегическая задача – сделать Россию передовой научно-технологической державой. То есть к 2020 году ускоренными темпами принципиально сменить экономическую модель с сырьевой на инновационную. И этот переход страны на инновационное развитие – это реальный и неизбежный путь, который уже всеми осознан, и все согласились, что это сделать это крайне необходимо. А кто должен проводить модернизацию страны? Естественно, это
должны быть большие социальные группы, у которых есть мотивация к модернизации. Нетрудно догадаться, что ими должны быть ученые, инженеры, представители бизнеса и иностранные специалисты. К чему это все было сказано? К тому, что мне кажется, что в условиях глобализации, предстоящей этой модернизации, мы в скором времени придем к тому, что в России бизнес в сфере высоких технологий и инноваций будет более активно развиваться и процветать. И особенно хотел сказать, что нашему народу крайне важно и необходимо не упустить этот уникальный шанс и в будущем занять достойную нишу и в научном бизнесе, так и в самой науке, то есть по обе стороны баррикад. Для достижения этой цели нам в корне надо менять сознание, формировать инновационное мышление, в первую очередь у молодежи. А молодежь, в свою очередь, не должна бояться карьеры ученого-исследователя, да, как сегодня мы наблюдаем. Или не должна бояться строить инновационный бизнес, то есть бизнес, основанный на создании и внедрении и выведении на рынок новых товаров и технологий. Мы должны ясно и с полной ответственностью понимать, что у нас, у ингушей, вообще нет будущего, если наука и образование не станут национальным приоритетом. Наша основная цель, наша основная задача является поддержать всех этих студентов. Также основная задача сделать так, чтобы все студенты, обучающие хорошие, это отличные вузы Москвы, то есть знаменитые, известные во всей Российской Федерации. Общественной деятельностью занимаемся, у нас в какой-то степени. И это тебе нравится? Ну да, это общественная деятельность, развитие нашей, поддержание наших студенческих интересов и развитие нашей молодежи для меня это является интересом. А учиться нравится? Получается? Да. Я всем желаю и советую относиться ко всему посерьезнее и не забывать о чувстве патриотизма. Начиная свою работу, мы именно определяемся в направлении развития на благо нашей республики Ингушетия. Именно мы знаем, что у наших студентов есть потенциал, есть научный потенциал, и этот потенциал нам надо реализовать именно во благо нашей Родины. В первую очередь я себе ставлю задачу поступить в аспирантуру, думаю развиться в каком-нибудь научном направлении. Также планирую себя буквально месяц-два, думаю, все-таки реализоваться в своем деле, то есть какой-нибудь мелкий бизнес, у меня есть некоторые наброски, хочу реализоваться в этом плане. Вот и тут ты проявишь свои навыки полученные, да? Да, это мне интересно самому, лично, это мое. Я хочу вот это сделать. Интересно. Успехов, спасибо. По словам нашей молодежи, все, что они делают, это во благо и процветание республики. Вся их общественная работа воспитывает в них патриотизм. Очень радует, что ребята связывают свое будущее с родной землей. Знание – это сила. Главное – не останавливаться на достигнутом. Нужно ежедневно пополнять свой научный кругозор, что и я желаю нашей молодежи. Ну а с вами была Залина Хаутиева. До новых встреч, друзья!